Первый вопрос еженедельного совещания – реализация в Ингушетии национальных проектов и государственных программ. В регионе активно реализуется федеральный проект «Профессионалитет», инициированный президентом России. Ингушетия в целом демонстрирует высокие показатели реализации национальных проектов. Общий объем финансирования 12 нацпроектов, в которых республика участвует в 2025 году, составляет 4 миллиарда 205 миллионов рублей. На сегодняшний день контрактация по проектам достигла 96%, а кассовое исполнение 68%, 2 миллиарда 856 миллионов рублей от годового объема. Но по 6 национальным проектам мы этот показатель превышаем. Это молодежь и дети, продолжительная активная жизнь, инфраструктура для жизни, экология, эффективная конкурентная экономика и туризм. По туризму у нас касса уже по республике 79,2, по стране 28,8. Говоря уже по нацпроектам коротко, вот такие позиции у нас на сегодняшнее число. Особое внимание в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» уделяется реализации федерального проекта «Профессионалитет». Ингушетия присоединилась к проекту в июне 2025 года. Ингушский политехнический колледж имени Арапиева выступает базовой площадкой для реализации проекта при поддержке Министерства строительства и Министерства образования республики. В конце июня были подписаны все необходимые соглашения и утвержден план работы. Следующий вопрос повестки – ход уборки урожая сельскохозяйственных культур в Ингушетии. Уборочная кампания 2025 года в регионе демонстрирует устойчивую динамику. Наряду с зерновыми культурами аграрии приступили к сбору картофеля, овощей открытого грунта и плодово-ягодных культур. Несмотря на частичную засуху в отдельных районах республики, благодаря развитию мелиорации и использованию орошаемых площадей удалось достичь плановых показателей по сбору урожая. На сегодняшний день собрано более 76 тысяч тонн пшеницы, около 30 тысяч тонн ячменя и более 7 тысяч тонн овса. Средняя урожайность по зерновым колосовым культурам составляет 37 центнеров с гектара. Завершена уборка льна около 2000 тонн и рапса более 4000 тонн. Продолжается уборка подсолнечника, валовый сбор которого уже достиг более 1000 тонн. Убрано ячмень 9200 гектаров с урожайностью 32 центнера с гектара. Пшеница 18 тысяч гектаров, на молочную 76 500, урожайность 42,5 центнера с гектара. Овес убрано 3400 тонн, урожайность 22 центнера. Средняя урожайность по зерновым колосовым культурам составила по республике 37,1 центнера с гектара. Также закончилась уборка льна, рапса, продолжается уборка подсолнечника. Средняя урожайность по колосовым также 37,1 центнера с гектара. В республике достигнут рекордный за последние десятилетия показатель по сбору зернобобовых культур – более 100 тысяч тонн. Положительная динамика обусловлена целым рядом факторов, включая благоприятные погодные условия, достаточное количество влаги и снежное покрытие в зимний период, применение специальных сортов озимых культур и внедрение новых агротехнических методик. Аграрии Ингушетии адаптировали технологии растениеводства к изменившимся природным условиям, оптимизировали сроки посева и своевременно провели все агротехнические мероприятия. Площади под озимые культуры увеличены на 2000 гектаров по сравнению с 2023 годом. Также аграрии республики начали уборку картофеля, овощей. Картофеля убрано на площади 450 гектаров, овощи открытого грунта на площади 380 гектаров. Плодово-ягодные культуры собрано малины 5 тонн, клубники собрано 30 тонн, черешни 22 тонны. С 18 августа стартовала уборка плодово-ягодных культур. На отчетный период уже собрано семечковых более 18 тысяч тонн. Прогнозируем собрать в этом году в пределах 61 тысячи тонн яблок. Ингушетия и дальше планирует улучшать работу в этом направлении. Также в рамках еженедельного совещания обсудили работу регионального ЦУР, отбор граждан на военную службу по контракту и не только. По всем вопросам Владимир Сластень дал соответствующие поручения. Рина Цичоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.